Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров принял участие в открытии нового детского сада в селении Бруд. Дошкольное учреждение оснащено согласно всем современным требованиям. В нем есть музыкальные и физкультурные залы, хорошо оборудованный медпункт и пищеблок, оснащенный индукционным оборудованием. Детский сад рассчитан на 100 детей от 3 до 7 лет. Также Мамсуров провел совещание с руководителями районов по вопросу нехватки мест в детских садах. Как отметил глава, общая очередь в дошкольное учреждение республики составляет 14 тысяч детей. Однако в текущем году планируется сократить ее на 3500 мест. В рамках рабочей поездки в правобережный район глава республики посетил и участницу Великой Отечественной войны Марию Мисикову. В прошлом году Мария Александровна отметила свое 90-летие. По поручению президента России Владимира Путина Мамсуров вручил ветерану юбилейную медаль 70-летия Победы и сообщил, что в ближайшее время вручит еще и сертификат на жилье. Эта практика должна нарастать, особенно в селах. Это там легче делать. Вот. Много пустующих в жилом секторе домов, и мы раньше так делали. И сегодня надо с людьми разговаривать, особенно с теми, кто более-менее толковый, имеет образование и имеет какие-то жилые помещения свои неиспользуемые. Надо этих людей найти, объяснить им, какая для них польза, если они будут участвовать в этом. У нас во Владикавказе, в Артонском, Дегорском районе это практикуется. Уже надо понять, насколько для нас это полезно, с тем, чтобы эту практику наращивать. Во Владикавказ с гастролями приехал Астраханский государственный ансамбль песни и танца. В преддверии Международного женского дня коллектив представил совершенно новую весеннюю программу. Это первое выступление музыкантов на остинской сцене. Пятилетний коллектив, несмотря на возраст, имеет богатую историю. Он объездил не только Россию, но и всю Европу. Мы приехали во Владикавказ с большим удовольствием, потому что давно хотели, планировали. Мы коллектив новый, нам 6 лет всего. И поэтому позиционировать себя, Астраханский регион, для нас это главная задача, наши традиции, наше искусство. Во дворце спорта «Манеж» прошли соревнования по автомобильному многоборью среди женщин-автомобилистов «Автоледи-2015». За звание лучшей автоледи года боролись 17 участниц. Мероприятие организовало управление ГИБДД Северной Осетии совместно с региональным отделением общества автомобилистов. Владикавказская автошкола ДОСАВ для участия в соревнованиях предоставила 2 машины – Hyundai и Шкоду. По окончании мероприятия жюри определили 3 победительниц, которые будут готовиться к всероссийскому конкурсу «Автоледи». Соревнования пройдут в сентябре этого года. Примут участие наша прекрасная половина, это девушки, которые представляют в первую очередь это Министерство внутренних дел, Всероссийское общество автомобилистов, а также представительницы силовых структур, ну и любые желающие, которые изъявили желание принять участие, они зарегистрировались и примут участие в данном конкурсе. В Республиканской детской библиотеке открылась выставка, посвященная 200-летию Михаила Лермонтова. В экспозиции представили самые яркие работы участников конкурса изобразительного искусства. Культурно-образовательный проект «Путешествия по лермонтовским местам» открыл для детей творчество великого поэта с новой стороны. В планах у руководства детской библиотеки провести ряд тематических мероприятий, а в ближайшее время состоится круглый стол, на котором подведут итоги литературного конкурса среди школьников. У нас открытие вернисажа, на котором представлены творческие работы ребят со всей республики. И хочется отметить активность юных авторов. В частности, это Правобережный район, Ардонский, Дегорский, Кировский районы. Зимние виды спорта в Северной Осетии развиваются стремительными темпами, особенно если речь идет о детско-юношеском хоккее. Для юных хоккеистов постоянно проводятся турниры и кубки, которые позволяют им прогрессировать. 5 марта в Ледовом дворце прошел детский хоккейный турнир на призы Ростелекома. Подобного рода соревнования проводятся во всех регионах Северного Кавказа. В этом году другие регионы не приняли участие в соревнованиях, поэтому турнир имел характер выставочного матча. За кубок поборолись команды Ариана С и Алания. Оба коллектива в скором будущем будут представлять республику на крупных российских соревнованиях. Этим обоим командам нужно будет в ближайший месяц буквально ехать на соревнования. Ариана на первенство России, Алания на
открытое первенство Краснодарского края. То есть очень большая польза этих матчей. Дети привыкают к такому, к турнирному режиму, скажем так. Прогресс, конечно, виден, потому что не могут дети стоять на месте, тем более мы играем и с сильными соперниками. Если бы мы варились только в своей каше, как говорится, то было бы хуже. Выезжаем на соревнования, видим сильные команды из Челябинска, из Омска, и уже дети к ним подтягиваются. We'll be right back.